Демократическую Республику. Into the red corner, please welcome the boxer from the Democratic People's Republic of Korea, Bang Chol-mi. В синем углу ринга приветствуйте ее соперницу из России. Please welcome her opponent in the blue corner from Russia, Lilia Ayatbayeva. Referee in the ring, Tina Politan, Bosnia and Herzegovina. Судьи поединка, judges of the bout from Morocco, Germany, Guatemala, China, Australia. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. Сегодня состоятся полуфиналы, а это означает, что каждая спортсменка, которая сегодня выйдет на ринг, уедет гарантированно домой с медалью. Проигравшая получит бронзу, победитель минимум серебро. Меня зовут Сергей Фиш, и сегодня вместе со мной комментировать предстоящие поединки будет двукратная чемпионка мира, финалистка Олимпийских игр Софья Очагава. Всем добрый день. Да, и первый поединок сегодняшнего боксерского дня – это бой между Лилией Айтбаевой и Чой Ми Пан из КНДР. Весовая категория до 51 килограмма. Для Лилии это четвертый поединок на турнире, и четвертьфинал заставил себя понервничать. Неожиданно судьи отдали победу ее сопернице Тхи Там Гуэн, причем со счетом 3-2. Но российская сторона подала протест, и в итоге победу присудили Айтбаевой. Так что теперь она в полуфинале и имеет шанс побороться за золото на этом чемпионате мира. Довольно-таки хорошее начало от Лилии, много комбинаций интересных. Очень удобная соперница для нее, потому что попадает под ее удары. Уже несколько точных ударов попаданий есть, несколько интересных атак уже провела Лилия. На мой взгляд, первый раунд пока видео. Да, нужно сказать, что на самом деле соперница из КНДР достаточно непростая. Она, по сути, была одним из главных фаворитов на этом турнире. И была прошлогодняя чемпионка мира, и в финале обыграла соперницу из Казахстана Жайну Шекербекову. Ну, могу сказать, что Лилия Айтбаева от боя к бою прибавляет. Первый бой был очень сложный у нее, непростой. Очень много было таких моментов возни, борьбы в ринге. Сейчас совсем другой спортсмен в ринге, нацеленный на победу. Поэтому с каждым боем мы видим все лучше и лучший прирост. Да, и стоит отметить, что несмотря на то, что это первый поединок сегодняшнего боксерского дня, на трибунах уже полно народу и огромная группа поддержки у Айтбаевой и у всей, конечно, сборной России. Они сидят прямо под нами, их отлично слышно. Вот сейчас отличное попадание было справа от Лилии.
Да, она очень удачно попадает и начинает вязать, не дает дальше сопернице вернуть какое-то преимущество обратно. Вот это качество у нее очень хорошее. С одной стороны, кажется, что вроде какая-то борьба идет, да, но и в этой борьбе ей удается где-то нанести пару ударов и опять-таки и эту ситуацию себе в пользу забирает. Итак, друзья, завершился первый раунд. Надеемся, сейчас удастся послушать наш угол. Дыши. Активнее передней рукой начинай. Сразу активнее. Только дернула в корпус, левый сбоку скачковый. Опять корпус дернула, левый сбоку скачковый. Теперь подсаживается она. Левый только бросила. Контратаку сразу. Вот она только подсела. Вот такой. И сразу на контратаку. Она левой бросает куда-то, на левое движение вправо тоже сразу начинает. Получается, быстрее ее, понимаешь? Ты быстрее ее. Если не дают. Seconds out. Итак, друзья, надеюсь, вам удалось что-то услышать из нашего угла. Мне лично было сложно, уж очень громко трибуны поддерживают Аэтбаеву. Напоминаю, что это поединок в весе до 51 килограмма. На кону выход в финал чемпионата мира. Сейчас было видно очень здорово. Лиля нанесла удар передней рукой и вынырнула за переднюю руку соперницы. Очень красиво. Вот вовремя ныряет, успевает. Приятно смотреть. Вот отличное слева попадание. И снова вынырнула. Вовремя убирает голову, уходит от атаки соперницы. Да, пока все отлично складывается для Аэтбаевой. Вот сейчас, в принципе, та же схема была, но не попала удар, но на всякий случай вынырнула, чтобы не пропустить. Хороший джеб. Ух, отлично, навстречу, точно в голову соперницы из КНДР. Много попадает, что в первом раунде, что во втором. Очень много точных, интересных ударов у Лили. Неожиданная вот эта атака, тоже интересная. Очень сложно предугадать, когда она будет атаковать. Вообще так визуально по картинке кажется, что у соперницы из КНДР руки-то подлиннее. Да, конечно, они подлиннее, она и повыше ростом. Но благодаря этому Лиле удается очень грамотно уходить вниз, выныривать и не попадать под град ударов. Сейчас небольшая пауза. Да, судя по всему, Аэтбаева постоянно мешает занять нужную дистанцию соперницы из КНДР. Но она и не дает использовать длину рук свою, потому что неожиданно заходит на свою дистанцию, и соперница из КНДР просто не успевает нанести свою атаку. Хотя вот сейчас довольно-таки неплохой момент был для нее. Хорошо, сейчас на выходе слева точно опять. По точности, да, здесь Лили явно превосходит соперницу во всех моментах, забирает каждый эпизод. 20 секунд до конца второго раунда. Сейчас немножко борьбы. Тут был бросок через бедро. Нервы накалены. Да, нужно что-то делать сопернице из КНДР, потому что поединок просто ускользает сквозь пальцы. Итак, завершился второй раунд. Отлично, по-моему, просто прекрасно проводит его Лилия Аэтбаева. Надеемся услышать наш угол, какие дадут рекомендации во время перерыва.
스치 하나. 잘해 지금. 잘해. 몸놀이에서 타격. 그다음에 족구전에서 오른쪽치기. 스치 하나 먹는데 마지막 하나. Да, друзья, во время перерыва сложилось впечатление, что наш угол заговорил по-корейски. Поэтому ничего понять было невозможно. Но, надеемся, там были отличные рекомендации для Айтбаева. Она продолжит в том же духе. Спортсменка из Кореи начала действовать активнее, заняла центр ринга, но, однако, скоростных качеств ей это не добавило. Сейчас опять небольшая возня. Конечно, Лилия более взрывная. Это ее основное преимущество. Неожиданные взрывные атаки. Вот сейчас пропустила, правда. И третий раунд, кстати, довольно-таки активизировалась кореянка. Лилии нужно... Ух, сейчас забирать. очень мощно было справа. Отличное попадание. И вот реваншировалась буквально за эту минуту. Одним ударом. Одним ударом, да. Да, очень видно, что обе хотят победить. Особенно это заметно по сопернице Искандер, потому что у нее как раз все не так просто сейчас. Довольно-таки свежие спортсменки, несмотря на то, что уже третий раунд и скоро будет последняя минута. Очень свежо выглядит. Да, отлично, что удалось спортсменкам отдохнуть. Был день перерыва после четвертьфинала. Вчера тут переустанавливались ринг и так далее, поэтому вчера был день отдыха. Минута остается до конца этого поединка. Напоминаю, что это полуфинал, весовая категория до 51 килограмма. Лилия Айтбаева против соперницы из КНДР Чой Ми Панг. Да, здесь был неприятный эпизод. По-моему, Лилия уже присела, а та соперница продолжала носить свои удары. Ух, отлично. Сейчас неплохая серия от Айтбаевой. Две серии такие взрывные довольно-таки. Вот, еще один удар попало. Ну, здесь надо, да, дорабатывать. 22 секунды, Ну, завалились обе. Сил уже нет, Да. а желание огромное. Ну, можно немножко тут не торопиться, пока все отлично. 10 секунд до конца. Здорово, здорово. Да, и завершается этот поединок атакой от нашей спортсменки. Друзья, просто феноменальный поединок провела Лилия Айтбаева. Ну что, думаю, у нее огромные шансы на выход в финал. Дождемся, конечно же, судейского решения, но мне кажется, очевиден победитель в этой паре. Очень красивый бой, интересный. Много взрывных, интересных атак. Сейчас нам показывают повторы. Итак, друзья, победитель в этом поединке Лилия Айтбаева. Поздравляем ее! У нас уже